Это игра ума палата. История знает немало примеров, когда тихие и вполне обычные с виду люди были богачами. Так, одна секретарша из Нью-Йорка ежедневно ездила на работу на метро, а после ее кончины выяснилось, что эта милая старушка была миллионершей. Сегодняшние наши игроки миллион, конечно, не выиграют, но стать чуть богаче вполне могут. Познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Добрый день, меня зовут Яковлев Артур, я ученик 11 класса СУНС, университетского лицея СВФУ. Здравствуйте, я Бурнашова Анна, тоже ученица 11 класса СУНС, университетского лицея СВФУ. Артур, что заставило вас поверить в то, что вы можете победить в нашей интеллектуальной игре? Зачем вы пришли? Мне кажется, у меня достаточно широкий кругозор знаний. Мне кажется, я могу поучаствовать. Вы хотите просто поучаствовать для опыта, для эмоций или хотите все-таки выиграть? Ну, конечно, я все-таки хочу выиграть, но я буду не против получить положительные эмоции. Как вы учитесь в школе? Хорошо. Назовите свои любимые предметы. Моими любимыми предметами являются литература, английский и, наверное, география. Отлично. Надеюсь, что вопросы из этой области будут попадаться вам чаще. Анна, если я не ошибаюсь, вы становились призером республиканской олимпиады «Умники и умницы» Республики Саха-Якутия и даже побывали на Первом канале. Как успехи? Успехи относительные. Относительные. Понятно. Интуиция у вас хорошо развита? Мне кажется, что могла быть и лучше. А что подсказывает вам интуиция на сегодня? Как сложится игра сегодня для вас? Но мне хотелось бы ответить на 10 вопросов. Давайте приблизимся к более объективной реальности. Кто умнее, вы или Артур? Мне кажется, что если подходить с точки зрения английского языка, то умнее будет Артур. А если, например, с литературы, то я. Итак, игра сегодня покажет, сможете ли вы побороться за денежный приз 100 тысяч рублей в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. Можно вместе. Анна. Видимо, удача сегодня на моей стороне. Да. Артур, в действительности, возможно, удача сегодня на вашей стороне. Верните шары на место, мы будем начинать. Вы, Артур, будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Теперь о правилах. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первый начинает Артур. Артур, на какое число нужно разделить 2, чтобы получилось 4? Пас. 0,5. Анна, как правильно написать прилагательное образовано от 1 сентября? Назовите один из 4 вариантов. 1. 1 сентябрьский. Какой вариант? Слитный. Верно. Артур, из какого произведения строчка «Мой дядя самых честных правил» и кто автор? Пас. Евгений Онегин, Пушкин. Анна, карету мне карету. Кому принадлежит эта фраза? Чацкому. Верно. Артур, в каком году приняли Конституцию Российской Федерации? 1992. В 93-м. Анна, как назвали шведских и немецких рыцарей, которые победили войска Александра Невского? Тевтонцы. Крестоносцы. Артур, у квадратного стола отпилили один угол. Сколько углов осталось? 5. Верно. Анна, назовите море в Северно-Ледовитом океане, которое не замерзает. Лаптево море. Баренцево. Артур, где расположено озеро Титикака? Бразилия. Южная Америка. Анна, какая из этих клеточных органелл отвечает за производство белков? Митохондрия, рибосомы, ядрышко. Митохондрия. Рибосомы. Артур, как называется класс теплокровных яйцекладущих позвоночных животных? Черепахи. Птицы. Анна, какой самый жаркий элемент в структуре Земли? Магма. Внутреннее ядро. Артур, какой из этих слов написано неправильно? Песчаный, деревянный, оловянный, стеклянный. Песчаный. Верно. Анна, сколько метров в 1 миле? 2000. 1609. Артур, если преломление стекла составляет 1/5, чему равна скорость света в нем? 1/5. 200 миллионов. Анна, что из перечисленного не относится к органоидам клетки? Лизосома, вакуоли, тканевая жидкость, митохондрии. Тканевая жидкость. Верно. Артур, сколько типов этнических групп выделяется в обществознании? 10. 4. Анна, какая валентность углерода в органическом веществе? 2. 4. Артур, для расчета площади какой фигуры использует формулу S равно AH?
Треугольник. Параллелограмм. Анна, какая фабрика была у Бересова, герой произведения «Барышня-крестьянка»? Бумажная. Суконная. Артур, при каком пути развития происходит коренное преобразование всех сфер общества? Пас. Революция. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. Всего за первый раунд я задал вам 21 вопрос. При этом Анна дала 4 правильных ответа, Артур – 3. Артур, почему только 3 правильных ответа? Боюсь, я не был так хорошо подготовлен по этим темам. Там также были вопросы по физике, которые я не знаю. При этом самым любимым своим предметом вы назвали английский, литературу. И ответить на вопрос «Мой дядя самых честных правил» вы не узнали классическое произведение Евгения Онегина? Литература стала моим любимым предметом в 10 классе. Понятно. Анна, 4 правильных ответа. Это весьма не густо, тем более для призера Олимпиады «Умники и умницы». Чем будете оправдываться? Оправдываться буду тем, что «Умника и умница» — это гуманитарная олимпиада, а вопросы здесь в основном, ну не в основном, но попадаются также и технические, и естественные науки. Оправдание принято. В начале игры вы заявили, что своей желанной цифрой в качестве правильных ответов вы видите число 10. Почему 10 правильных ответов? 10. Мне нравится, что это больше, чем 5, но меньше, чем 15. Но не 20. Да. Вы не пришли сюда побеждать, вы пришли просто поучаствовать и набрать 10 правильных ответов? Нет, мне было интересно здесь поучаствовать. А 10 ответов, я была бы очень рада их набрать, но если будет больше, я буду рада еще больше. То есть 10 правильных ответов – это тот самый результат, с которым не стыдно вернуться домой, верно? Да. Хорошо. Вот переломный момент. Анна, вы получили преимущество. Теперь вы будете отвечать первой на вопросы второго раунда. Второй раунд длится 2 минуты. Переход хода осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, дающий всегда правильные ответы, не оставляет своему оппоненту ни единого шанса для ответа. Анна, в каком океане находится Марианская впадина? Тихо. Верно. Как звали главного героя романа «Преступление и наказание»? Раскольников. Верно. Какой из фактов про утконоса не является правдой? Они ядовиты, они не умеют плавать, потеют молоком, не имеют желудка. Не имеет желудка. Не умеют плавать. Артур, кто является основоположником психоанализа? Зигмунд Фрейд. Верно. Артур, предположим, вы купили 2 пиццы диаметром 15 сантиметров, а ваш друг купил одну пиццу диаметром 30 сантиметров. У кого из вас еды больше, у вас или у друга? У друга. Верно. Артур, какой из химических элементов периодической таблицы Менделеева считается самым легким? Кислород. Водород. Анна, как правильно назвать жителей города Курска? Куряне. Верно. Анна, сколько месяцев имеет 28 дней? Все. Верно. Анна, все стены дома смотрят на юг, вокруг дома находит медведь. Какого цвета его шерсть? Белого. Верно. Анна, войдя в темную комнату, вы зажгли 4 свечи. Одна сразу погасла. Сколько свечей осталось? 3. 4. Артур, назовите героя романа молодого офицера со сложной личностью, который к дружбе не способен, с 2 друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается. Это? Печорин. Верно. Артур, продолжите пословицу «Дареному коню». Зубы не смотрят. Верно. Артур, выберите из списка государств, входящих в группу новейших индустриальных стран. Сингапур, Китай, Индия, Боливия. Сингапур. Верно. Артур, читайте корень уравнения. Пас. Минус 124. Анна, сколько томов в романе Толстого «Война и мир»? 4. Верно. Анна, 5 землекопов за 5 часов выкапывают 5 метров канавы. Сколько требуется землекопов для того, чтобы выкопать 100 метров канавы за 100 часов? 24. 5. Артур, где находится Берингов пролив? На границе, на востоке России, дальше там в океане. Между Евразией и Северной Америкой. Анна, шайба и клюшка вместе стоят 2200 рублей. При этом известно, что клюшка дороже шайбы на 2000 рублей. Сколько стоит шайба? 200. 100. Артур, какой из перечисленных ниже слов написано с ошибкой? Священный, кожаный, смиренный, влюбленный. Кожаный. Верно. Артур, как согласно современным правилам правильно назвать жителей города Ржев? Ржевляне. Ржевитяне. Время вышло. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. За время второго раунда я задал вам 21 вопрос. При этом Анна дала 6 правильных ответов, а Артур также 6. В этой связи объявляется дополнительный раунд. Его правила просты. Игроки отвечают по очереди по принципу пенальти до первой ошибки. По преимущественному праву первого ответа в предыдущем раунде первой будет отвечать Анна. Именно дополнительный раунд определит, кто из вас пройдет. Анна, назовите 3 летних знака зодиака. Близнецы. Рак. Дева. Правильный ответ – близнецы, рак,
Лев. Артур. Какой витамин можно получить под прямыми солнечными лучами? Витамин D. Это правильный ответ. По результатам дополнительного раунда в третий раунд проходит Артур. Анна. Сегодня, видимо, вы сами себя запрограммировали на 10 правильных ответов. Общий счет за всю игру составляет 10 правильных ответов. Так сложились звезды, так распорядились знаки зодиака, что вы не угадали льва и предложили ему взамен деву. Поэтому покидайте нашу игру. Спасибо за игру. До свидания. Артур, как в целом вам вопросы первых двух раундов? Насколько они сложны? Ну, вопросы, в принципе, достаточно легкие. Это просто время меня не щадит. Ну, в принципе, никого не щадит. Насчет раундов мне второй показался легче. Интересно. Ну что же, надеюсь, третий вам покажется еще легче. Артур, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата» – это 100 тысяч рублей. Артур, кто вы последним из Рюриковичей? Пас. Иван Федорович, сколько на Земле континентов? 7. 6. Кто из ученых открыл закон всемирного тяготения? Ньютон. Верно. В какую эру жили динозавры? Палеозой. Мезозойская. Сатурн, какая по счету планета Солнечной системы? 4. 6. Сколько в России часовых поясов? 11. Верно. Самый большой субъект Российской Федерации по площади это? Республика Саха-Якутия. Верно. Какой самый маленький субъект Российской Федерации по площади? Калининград. Севастополь. Куда же впадает Волга? Не знаю. Каспийская. Кто написал пьесу «На дне»? Максим Горький. Верно. Кого убил Чичиков в поэме Гоголя «Мертвые души»? Пас. Никого. Как звали Чацкого в произведении «Горе от ума»? Чацкий. Александр. На зеркало нече пенять, коли рожа крива. Какому произведению этот эпиграф? Пас. Ревизор. Сколько длилась Столетняя война? 100 лет, 97, 116, 137. 116. Верно. Назовите первого царя династии Романовых. Петр I. Михаил Романов. При каком правителе было отменено крепостное право? Александр II. Верно. В каком году отменили крепостное право в России? 1861. В 1861 году. Верно. За время третьего раунда я задал вам 17 вопросов, при этом вы дали 7 правильных ответов. Очевидно, что этого не хватает для того, чтобы пройти на следующий этап. Вы сильно огорчены или в целом довольны результатом? Ну, вышло лучше, чем я ожидал, но, конечно, хотелось большего. Общий счет ваших правильных ответов составляет 16. Это весьма неплохо, учитывая, что люди взрослые, с образованием, давали результаты куда ниже, чем вы. Вы пока что школьник, у вас все впереди. Мы желаем вам удачи в сдаче ЕГЭ, удачи вам в учебе. Спасибо за игру. Прощайте. Спасибо, до свидания. Это игра «Ума Палата». Чем удивят нас следующие игроки? Узнаем прямо сейчас. Это игра «Ума Палата». 30-летний Эдвин Кастро может считаться одним из самых удачливых людей на нашей планете. Осенью 2022 года он сорвал рекордный джекпот – более $2 миллиардов. Интересно, повезет ли хотя бы немного нашим сегодняшним игрокам? Узнаем прямо сейчас. Игроки, представьтесь. Меня зовут Сипцев Иван, являюсь сотрудником целевого фонда «Будущее поколение Якутии». Меня зовут Сардана Кривошап. Я тоже сотрудник целевого фонда будущих поколений Якутии. Сардана, считаете ли вы себя самоуверенным человеком? Думаю, нет. А уверенным? Уверенным, да. То есть между удачей и знаниями сегодня вы полагаетесь на свои знания? Да. Они есть? Думаю, что да. Как учились в школе? Но удача, наверное, тоже будет, возможно, на моей стороне сегодня. В школе училась на отлично. Иван, какие у вас прогнозы на сегодняшнюю игру? Сегодня прогнозы положительные. Проведу, думаю, отличное время с вами и с моим оппонентом. И думаю, что будут интересные вопросы, которые нужно будет ответить. Думаю, что мне повезет. Вы были таким же отличником, как и Сардана? Нет, не был отличником, был твердым хорошистом. 4,5 получал. Итак, игра сегодня покажет, сможете ли вы побороться за главный приз игры «Ума Палата». Это 100 тысяч рублей. Верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. У
меня. Чего, да? Да. Ой, тут ничего не нашел. Сардана, вы будете отвечать первой на вопросы первого раунда. Верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. Третий раунд пройдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первый начинает Сардана. Сардана, сколько оборотов в год Солнце совершает вокруг Земли? 360. 1. Иван, как называется прямая, проходящая через вершину угла, делящая его пополам? Пас. Бисектриса. Сардана, 4-я по счету планета Солнечной системы, это? Марс. Верно. Иван, кто является автором романа «Кто виноват»? Пас. Александр Герцен. Сардана, каким символом обозначается золото в периодической таблице Менделеева? Аргентум. Ауру. Иван, сколько пар хромосом включает геном человека? 32. 23. Сардана, кто возглавил восстание декабристов, которое состоялось в декабре 1825 года в Санкт-Петербурге? Не знаю. Трубецкой. Иван, какой роман начинается с фразы «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему»? Пас. Анна Каренина. Сардана, кто открыл Антарктиду? Ученый. Лазарев и Беллинсгаузен. Иван, кто первым позвонил герою стихотворения Корнея Чуковского «Телефон»? Сложно. Пас. Слон. Сардана, как называется и старая русская мера объема жидкости, и жилище философа Диогена? Вес. Бочка. Иван, у какого животного самый длинный язык? Так, змея. У муравьеда. Сардана, когда быстрее распространяется звук, зимой или летом? Одинаково. Летом. Иван, какая птица робко прячет тело жирное в утесах в поэме «Песня о буревестнике»? Так, журавль. Пингвин. Сардана, сколько будет 81 разделить на 9? 9. 9. Иван, какой русский полководец 18 века прославился тем, что не проиграл ни одного сражения? Суворов. Верно. Сардана, с какой страной у России имеется 49 километров морских границ? Китай. США.Иван, на территории какой ныне существующей страны была сосредоточена империя Майя? Мексика. Гватемалы. Сардана, кто были русские правители с 17 до революции 1917 года? Романовы. Верно. Иван, какой город в 1712 году стал столицей России? Санкт-Петербург. Верно. Сардана, какая река имеет самую длинную речную систему в мире? Енисей. Амазонка. Иван, какая фигура всегда остается на шахматной доске до конца партии? Король. Верно. Время вышло. За время первого раунда я задал вам 22 вопроса. При этом Сардана дала 3 правильных ответа. Иван также 3. Сардана, вы представились отличницей, но это не совсем соответствует той картине, которую мы увидели сейчас. Почему? Я тут до передачи прочитала такую пословицу или что. Лучше быть умным и иногда тупить, чем умничать и быть тупым. Вот так я думаю. Я вижу, что вы подготовились для того, чтобы оправдывать свою тупость. Иван, вам везло с литературными вопросами. Ни с одним из них вы не справились. Да. Мало читаю, оказывается, тогда. Таким образом. Ощущение, что вы вообще русскую литературу ничего не читаете. мало читаю. Ну что же, равенство баллов. Это означает, что объявляется дополнительный раунд. Правила его просты. Игроки отвечают по очереди. До первой ошибки по принципу пенальти ограничения времени нет. По праву преимущественно ответа в первом раунде первой будет отвечать Сардана. Сардана. Известно, что немецкий доктор Клаус Мартенс в 1945 году получил перелом лодыжки. Чтобы как-то облегчить свое положение, он кое-что придумал, что впоследствии стало культовым. Что придумал этот доктор? Гипс. Он придумал новую модель обуви. Мартенсы вам, конечно же, ни о чем не говорят. Понятно. Иван. В одном из произведений Льва Толстого мы можем прочитать такие строки. В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных дорог, ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышами, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий. Что за дамы-камелии? Жрицы любви, театральные актрисы, сестры милосердия, собирательницы милостыни. Скорее, что Лев Толстой в своем произведении говорил про жриц любви. Иван, это правильный ответ. Дополнительный раунд завершен. По его результатам и по правильному ответу на литературный вопрос Иван получает преимущество, и он будет отвечать первым на вопросы второго раунда.
Второй раунд также длится 2 минуты. Переход хода в следующем раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, дающий всегда правильные ответы, не оставляет своему оппоненту ни единого шанса для ответа на вопрос. Иван, какой гостиниц попросила у батюшки старшая дочь сказки Аксакова «Аленький цветочек»? Так, мед. Золотой венец. Сардана. Кто изобрел пенициллин? Не знаю. Флеминг. Иван, назовите главную героиню Столетней войны. Жанна Дарк. Верно. Иван, как называется литературное произведение, где персонаж бросается под поезд? Так, пас. Анна Каренина. Да. Сардана, сколько будет 2 плюс 2 умноженное на 2? 6. Верно. Сардана, кто вычислил Авгиевы конюшни? Геракл. Верно. Сардана, где находится крайняя восточная точка Евразии? Восточная. В Японии? Мы с Дижнева, Чукотский полуостров. Иван, назовите самое быстрое животное на планете. Леопард. Гепард. Сардана, что обозначает в шампуне символ PH? Кислотность? Верно. Сардана, где корабль погружается в воду глубже, в море или в реке? В море? В реке. Иван, в каком году началась Первая мировая война? В 1914 году. Верно. Иван, как называют речь одного человека? Монолог. Верно. Иван, сколько океанов на планете Земля? 5 океанов. Верно. Иван, как называют прямую, ограниченную точками? Так, параллель. Отрезок Сардана, Отрезок. где находится самая широкая река в мире? В Якутии? Россия? Южная Америка. Иван, какая из этих физических величин не имеет единиц? Инертность, удельный вес, сопротивление. Сопротивление. Инертность. Сардана, сколько костей в теле взрослого человека? 200 около. 206. Верно, засчитано. Сардана, какой из химических элементов обозначает символом? Плюм, свинец. Верно. Сардана, как назовите самую маленькую планету Солнечной системы? Нептун? Меркурий. Иван, я творю лежащее или право имею. Кому принадлежат эти слова? Пас. Раскольников, преступление и наказание. Сардана, в какое озеро нашей страны впадает множество рек, а вытекает из него только одна Ангара? Байкал. Это правильный ответ. Время вышло. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. За время второго раунда я задал вам 21 вопрос. При этом Сардана дала 6 правильных ответов, а Иван только 4. Иван, вам определенно нужно читать книги, особенно наших классиков. Во второй раз попадается вопрос про Анну Каренину, и во второй раз не можете дать правильного ответа. Конечно же, вы не помните имени героя романа Достоевского «Преступление и наказание». Это Родион Романович Раскольников. Что касается вас, Сардана, то мы вас можем похвалить за патриотичность. Наименование географических объектов. Каждый раз вы нам предлагаете то Енисей, то что-то из Якутии. Слава богу, угадали с Байкалом. 6 правильных ответов. Это означает, что вы побеждаете в этом раунде и проходите в следующий этап. Иван, с вами будем прощаться. Что пожелаете своему оппоненту, что скажете телезрителям? Пожалуйста, вам слово. Слово, то, что Сардана молодец. Желаю удачи на финальном этапе. Думаю, что у нее все получится. Спасибо за игру. Спасибо. До свидания. Сардана, каким-то образом вы готовились к нашей игре? В борьбу умов играла. Просматривала другие передачи, ну, имеется в виду другие выпуски. Там никто в финал не вышел, к сожалению, и не поборолся за главный приз. Вы сегодня сломаете эту ситуацию? Уверенность, как и в самом начале, есть. То есть вы с ней еще не попрощались? Еще нет. Несмотря на ничтожно малое количество правильных ответов. Ну ладно, пусть будет так. Сардана, ровно 1 минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы добьете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата». Это 100 000 рублей. Сардана, из какого инструмента солдат в русской сказке приготовил вкусную кашу? Топор. Верно, назовите страну, на территории которой находится Асуанская плотина и Суэцкий канал. Африка. Египет. Какая самая река? Самая длинная в Китае. Не знаю. Янцы. Сколько букв в греческом алфавите? 26 или 24? 24. Верно. Какой мифологический герой спускался в Аид за своей возлюбленной Эбридикой? Геракл. Орфей. Сколько морей омывает Балканский полуостров? 4. 6. Кто из перечисленных был пажом во время Екатерины II? Фанвизин, Радищев, Державин, Карамзин. Карамзин. Радищев. Как назвали первую кимберлитовую трубку, открытую Лариса Попугаю 21 августа 1954 года? Мир.
Зорница. Какой химический элемент в таблице Менделеева обозначается 21 буквой латинского, 21 буквой латинского алфавита? Не знаю. Уран. Реки с каким названием нет на территории России? Спина, шея, палец, уста. Уста? Спина. Из чьей шерсти первоначально делались камелавки, головные уборы византийских священников, овца, собака, як, верблюд? Овца? Верблюд. Куда, по словам Анны Ахматовой, ездили в наряде, состоящем из корсета, лифа, 2 юбок, шелкового платья и шапочки? Пал? На пляж. Время вышло. За время третьего раунда я задал вам 12 вопросов, при этом вы дали только 2 правильных ответа. Ваша уверенность до сих пор никуда не делась? Ну ничего страшного. Главное участие. Итак, в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20, поэтому покидаете нашу игру. Что-то скажете на прощание? Спасибо за игру. Было очень интересно сыграть именно вот вживую, потому что когда я просматривала передачи, да, я могла бы на это правильно ответить. И спасибо за возможность. И передаю привет всем моим близким, друзьям, родственникам. Спасибо за игру. До свидания. Спасибо. До свидания. Это игра «Ума палата». Место, откуда можно выйти не только с ощущением, что ты самый умный, но и богатый. Может быть, следующие наши игроки не упустят своего шанса. Узнаем в следующее воскресенье. До встречи.